О том, что тайский бокс называют боем восьмируких, сегодня знает каждый школьник. Название это произошло из-за возможности и способности бойца стиля муай-тай наносить удары руками и локтями, ногами и коленями. Исторические корни тайского бокса говорят о том, что изначально 8 ударов конечностей муай-тай были образом и имитацией боевого оружия. Работа с мечом, удар ногами и локтями, боевые молоты, удары ногами, копья, острые кинжалы, колени. У нас в республике этот вид единоборств получил развитие в начале 90-х. Немногие знают, что тогда даже устраивались профессиональные рейтинговые бои. И проходили они, как ни странно, в Муздрамтеатре. Такое было время. Провели тогда Федерация УШУ, они провели тайский бокс тогда, в то время, в 93-м году. И я тогда боксировал 71 килограмм тогда. А там выиграл тогда по муай-тай. Профессиональные бои были. И ребята тоже с Республики Тува все участвовали. А после этого в 96 году по муай-тай Кубок России, там участвовали тоже наши ребята с Республики в 96 году. Мангуш Мирганов Намджалович тогда участвовал, там он Кубок России выиграл. И Сарла Сагды тоже, Чадана тоже тренер сейчас работает, тоже 51 килограмм, что ли, там тогда выиграл тоже. Вот. Такого развития тогда в то время начали. А потом отошли от тайского бокса, перешли на кикбоксинг. Если бы тогда в то время остались там по тайскому боксу, мы все уже там тогда стали бы очень сильная команда Республика Тува. А сейчас тоже начинаем. Сейчас начали с Сибирского федерального округа, чтобы отобраться на Россию. На Россию отобраться и как бы показать тувинский тайский бокс. Вы верите в своих воспитанников? Сейчас, вот недавно тоже провели сборы. Мы пригласили заслуженного тренера России Жеребцова Василия Викторовича с Кемерово. Он провел 12 дней сборы здесь, хорошо провели тоже, отработали клинч, вот эти все, которые наши ребята не знали вот в этом, когда боксировали там, вот эти. И сейчас, думаю, сейчас конкуренцию покажем. Спортивный клуб назван «Алдын», что означает «золото» не случайно. Золото – первое место, вершина пьедестала для каждого спортсмена. Во-вторых, оборудовать подвал 8-й школы в помещение для тренировок помогла артель старателей. Легенда кикбоксинга, все достижения и спортивные звания которого трудно перечислить, хорошо помнит каждый день становления спортивного клуба, который сегодня посещают не только дети, но и взрослые. Это вид спорта перспективный. Там даже наш тувинцы очень подходит вот этот вид спорта. Почему? А потому что там коленями, локтями, ударами работает. Поэтому иногда борется, вот как раз нам, тувинцам, очень подходит вот это. Нам надо постепенно, соревновательный опыт надо иметь ребятам. Поэтому сейчас мы планировали, календарный план уже создали. Каждый месяц будем проводить. Вот в таком зале и из районов тоже будем. Вот это популяризация вот этого вида спорта. У нас перспективные Алтынцай, уже первенство мира выиграли. Айхерель Монгуш, он уже тоже занимался, участвовал в соревнованиях, всероссийские и российские соревнования. Он тоже вообще даже первых номеров выигрывал. Недавно тоже в Кемерово были международный турнир кикбоксинга. Там в основном тайские боксеры приезжали. В финале чемпиона мира тайского бокса Айхерель выиграл.
Клуб «Алдын» начал работать с 2019 года. Есть еще 2 помещения в центре и в спорткомплексе имени Ярыгина. Работают здесь в основном тренеры спортшколы «Олимп». Всего занимается около 200 человек. Бузурел Хавалы приехала на сборы, чтобы подготовиться к окружным боям. Известная спортсменка сейчас учится на 3-м курсе Тувинского госуниверситета. Очень надеюсь, что и здесь займу какое-нибудь призовое место и, может, даже золотую медаль завоюю на этом чемпионате. Надеюсь. В будущем я себя вижу именитым спортсменом и не собираюсь сдаваться как-либо, несмотря на то, что эти 6 лет я не занимала особо первых мест. Запасным вариантом я вижу тренера, то есть я также буду продолжать находиться в этом спорте. Диана Денисова с подружкой приходит на занятия 2-й раз. Пока она числится в начинающих, занимается общей физподготовкой, крутит педали, но при этом глаз не спускает со сверстников, готовящихся к предстоящим соревнованиям. Пришла сюда, чтобы изменить свой характер, говорит девчушка. Меня зовут Денисова Диана. Я пришла сюда с целью, чтобы готовиться к соревнованиям. Тут мне очень интересно. Родители относятся хорошо к этому, что я тут занимаюсь. Я хочу свой характер поменять. С 24 по 28 февраля в Кызыле пройдут чемпионаты и первенства Сибирского федерального округа по тайскому боксу. В спортклубе «Алдын» собрались юные спортсмены из столицы республики и ряда районов. Сейчас главный на ринге тренер Белек Кулар, выпускник Московской академии физической культуры. Сегодня работали в парах, отрабатывали ударную технику и над атакующими действиями работали. Есть здесь и неоднократные призеры всероссийских соревнований, и те, кто впервые проведет бой такого уровня. Всего в сборах участвует 35 ребят от 10 до 17 лет и спортсмены взрослой категории до 30 лет. Победители будут представлять Туву на чемпионате и первенстве России. Заявку подали 436 участников. Это вот, вместе с нами, да, Сибирск, туда входит Республика Тува, туда 100 участников от Республики Тува. С Кемерово 100 участников тоже, с Кемерово. Потом с Омска, с Томска, вот эти участники. С Красноярска 82 участников. А там возраста, все возраста, 10-11 лет. 12-13 лет, 14-15 лет, и все возраста тоже ходят. Российская команда по всем мире очень сильно. Вот это номер 1 Россия одерживает первое место. Поэтому. А сейчас, мы начнем, вот это только начинаемся уже 2 года. У них давно начали, 30 лет тому назад начали вот эта популяризация. Мы в то время, мы в 1997 году участвовали в Кубок России. Мы тоже участвовали, там Сарглар, Сагды, Керчек район, Ховалы, Аян, Олегович. Много там наши ребята были. Тоже мы Кубок России выиграли в то время среди взрослых. Путевку тоже заняли. Кубок Короля и чемпионат Европы, мира. А тогда, в то время финансирование очень трудно было. Поэтому туда не участвовали. В то время мы как-то не оставили вот этот спорт. Но развивали бы, вообще хорошо было бы. А сейчас время покажет. Чемпионат республики по тайскому боксу, первый из которых провели месяц назад, отныне станет ежегодным, говорят тренеры. Программа «Минимум» – выйти на Сибирский федеральный округ. Сегодня в целом по России пальма первенства принадлежит представителям Северного Кавказа, в частности Дагестана, где ежегодные соревнования собирают до 700 участников. Наши спортсмены и их наставники намерены сделать все, чтобы на этом же уровне зазвучали тувинские имена и фамилии. Стоит отметить, что именно тайский бокс в условиях санкций имеет выход на соревнования европейского и мирового уровня. Через несколько дней первый серьезный экзамен в родных стенах, чемпионат и первенство. Ну что ж, будем держать за них кулаки. Всем и каждому удачного боя. Мадар Сандан, Буян Мангуш, Тува 24.